Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами пообщаемся на тему о космосе. Чтобы вам было не скучно, сейчас я коротко расскажу о себе, кто я и что, чтобы вам было понятно, с кем вы общаетесь. Дальше у меня есть небольшой фильм на 12 минут. Как раз вам будет весело, тем более сегодня воскресенье. Не время учиться, правильно, а время отдыхать. Этот фильм о моем первом космическом полете от старта до посадки. То есть вы поймете, увидите, чем мы космонавты занимаемся во время космического полета, а после этого я с удовольствием отвечу, если у кого-то будут вопросы о космосе, авиации, да и вообще какие у вас будут. Хорошо? Что-то вы все сонные какие-то. Да? Что? Ну, как было сказано, я российский космонавт Шкаплеров Антон Николаевич. Родился и вырос в Крыму, в Севастополе, как и вы, ходил в школу. С детства у меня была мечта стать космонавтом. Чтобы стать космонавтом, я, прочитав много книжек, посмотрев различные фильмы, художественные документальные в космосе и о космонавтах, я решил, как Гагарин, как первые наши космонавты, они все были военные летчики. Поэтому я решил вначале стать военным летчиком, а потом полететь в космос, то есть стать космонавтом. И у меня была возможность, недалеко от моего города находится аэродром небольшой, там аэроклуб. И после школы мы могли, кто желает, заниматься авиационными видами спорта, такими как прыжки с парашютом и полеты на небольших спортивных самолетах. Ну, в принципе, крайние 2 года в школе я этим и занимался. То есть прыгал с парашютом и начал летать на самолете. То есть 16 лет я сам управляю самолетами. И после окончания школы и поняв, что я могу летать, мне это очень нравится, я поступил в летное училище. Закончив училище, дальше учился в академии в Москве. После академии летал вначале был в боевой части, потом в подмосковной Кубинке, пилотажные группы, где находятся. И когда мне почти исполнилось 30 лет, я написал рапорт и начал проходить отбор в отряд космонавтов. Ну, где-то за 1,5 года периодически приезжаю в Центр подготовки космонавтов, который находится недалеко от Москвы, в 25 километрах. Я проходил отбор: медицина, физкультура, психология. Дальше проверяли мои документы. Ну и в конце концов, в 2003 году, то есть ровно 20 лет назад, я был отобран в отряд космонавтов. К первому полету я готовился 8 лет, и вот через 8 лет я выполнил свой первый космический полет. Полетел командиром космического корабля, командиром международного экипажа. Сейчас как раз увидите фильм об этом полете. Ну и потом, в течение 10 лет, на сегодняшний день я выполнил, как было сказано, 4 космических полета. Обычные у нас полеты сейчас длится по полгода, поэтому я, в принципе, проработал в космосе около 2 лет. Выходил в открытый космос, в звании полковник, Герой России, награжден другими медалями, орденами. Кандидат технических наук. Вот, в принципе, коротко о себе. Сейчас давайте посмотрим фильм, надеюсь, никто из вас не уснет, он довольно интересный. Я постараюсь, может, что-нибудь прокомментировать, то, что вы будете видеть на сцене. Ой, ну, на экране, который на сцене. Хорошо? Будем смотреть фильм? Да. Договорились, давайте. Ну, вот я был командиром экипажа. Экипаж состоит из 3 человек. Это мой борт-инженер Анатолий Иванович, он российский космонавт. И второй борт-инженер — это американский астронавт Дэн Хёрдер. Это центр подготовки космонавтов, видите, ну, центрифуга, то есть подготовка наша на Земле к полету. Да, я посередине. Ну, это наша нашивка нашего. И сейчас вы видите, как вывозят ракету на старт. Старт
как и Юрий Алексеевич Гагарин, происходит с Байконура космодрома, который находится на территории Казахстана. Я доложил о готовности экипажа к полету. Сейчас увидите старт ракеты. Ну, тоже было как сегодня утром. Здесь было достаточно прохладно и шел снег. Подтверждаем, на борту порядок самочувствия экипажа хороший. Это международная космическая станция, от которой мы летели как раз 2 дня на своем корабле. Сейчас увидите этап стыковки со станцией. The crosshair line, we are waiting for the contact. The target is 1 degree below. I'm standing by for the contact. Copy. The crosshair line. Как раз космические корабли, вот корабль «Союз», на котором мы прилетели. Сейчас вы видите, как ведет себя тело в невесомости. Как ведет себя жидкость невесомость, капля большая воды.
Кушаем космос. Сорпа. Ребята с рисом. Сегодняшний обед. Хотелось мне съесть еще рис с жареными креветками. Вот они, креветочки. Рыба, лосось, желе с овощами, но при этом еще и со шкурой. Не знаю почему. Ну, это мы так спим в космосе. And it's on a long way to go? No, I think As you can see, we'll use TMA-22 now unblocking that display right on time at 3:18 a.m. Central Time. Officially wrapping up Expedition 30 and ending Commander Jan program.
Что, понравился фильм? Ну, это хорошо. Ну что, начнем вопросы и ответы? Так, давайте по одному, может быть, второй микрофон дать, или по одному. Тогда поднимайте руку. Ну, говори. А вы когда прилетели на Землю, вы падали в обморок? Или вы думали, что это гравитация? Нет, в обморок я не падал, но передвигаться первое время тяжело, отвыкаешь действительно от гравитации. Поэтому видели, нас из спускаемого аппарата прямо на руках выносят. И первое время мы стараемся так, сидя, полулежа, передвигаемся очень мало. Но с каждым днем все лучше и лучше, что каждый день у нас идет этап восстановления после длительного космического полета. То есть мы каждый день в спортзале, в бассейне. И так шаг за шагом опять привыкаем к гравитации и вспоминаем, как надо двигаться, ходить по Земле. Да. Погромче говорите. Если у вас семья, то если да, как они на это отреагировали? Да, семья есть, вот моя супруга Татьяна Петрова здесь сидит, кстати. У нас 2 дочери. Старшая уже закончила университет, работает. Младшая заканчивает школу в следующем году. Как они относятся? Положительно, хорошо, поддерживают меня. И знают, что дети, по крайней мере, что у папы есть работа, и периодически мне приходится летать на полгода в космос. Ждут моего возвращения. Хороший вопрос. Зарплата хорошая, я думаю, за 1500, наверное, получаю. Да. Про иконы, это зависит от экипажа. Если в экипаже есть верующие, это не запрещается. Поэтому есть и иконы, и крест. То есть они находятся на станции, оберегают нас, как мы считаем, те, кто, по крайней мере, люди верующие. Поэтому иконы есть, да. Что? Так, еще раз. Где перегрузки, G, да? Но, видели, мы вращаемся, тренируемся, у нас на перегрузке до 8 единиц на тренировках. Это значит, ваше тело в 8 раз становится тяжелее, очень трудно дышать, то есть учимся дышать при такой перегрузке, потому что грудную клетку тоже сдавливает. Для этого мы тренируемся, потому что обычный полет в половину, до 4,5 единиц во время старта и возвращения на Землю. Но чтобы мы были подготовлены, мы тренируемся до 8 единиц. Последний раз я летал 2021-2022 год, то есть год назад, где-то полтора, я вернулся из космоса. Что вы? Погромче. С какой целью летел экипаж? Все полеты, естественно, имеют какую-то цель, то есть задачу. И главная задача космонавта, конечно, не кувыркаться, как вы видели в этом фильме, не только кушать и спать. Естественно, самая главная задача – это мы выполняем космические эксперименты. То есть Международная космическая станция – это такой огромный дом, который состоит из 16 модулей, то есть 16 комнат. Там есть большие лаборатории. То есть не только где мы живем, занимаемся спортом, но есть именно места, в которых мы работаем. То есть выполняем эксперименты, которые на Земле выполнить невозможно, потому что есть гравитация, либо есть атмосфера. То есть мы из космоса изучаем нашу планету, во-первых, потому что мы со стороны на нее смотрим и видим ее всю. Мы изучаем различных животных, как организм животного меняется, то есть вплоть от рождения, если это небольшие животные, от маленьких мух до каких-нибудь мышей, и смотрим, как на них влияет отсутствие гравитации, то есть как они, когда растут.
Выращиваем различные растения, то есть селекция происходит. Мы пытаемся понять, какие растения лучше растут в космосе, чтобы потом мы уже их, не эксперимент был, а прямо выращивали, как вот здесь у вас рядом, в теплицах, так называемых, космических, чтобы мы могли эти растения потреблять в пищу. Ну, как свежие, как витамины. Мы изучаем, естественно, космос. Нет атмосферы, которая мешает отсюда изучать. Там все прозрачно, все идеально, красиво, хорошо. Очень много различных направлений, экспериментов. То есть каждый день мы что-то делаем. То есть у нас, конечно, есть выходные, как на Земле, суббота и воскресенье, но это все так номинально. То есть в субботу полдня первую половину мы убираем всю станцию, у нас уборщиц нет, поэтому мы берем тряпки, пылесос, пылесос и начинаем убирать всю эту огромную станцию, которая за неделю, естественно, стала немножко грязной. Какое самое неожиданное для вас было, скажем так, появление? То есть, например, сейчас же даже на Земле можно испытать невесомость на самолетах, да, которые летят. Вот что для вас именно самое необычное, что вы вообще не ожидали от полета? Ну, прям чтобы не ожидал, такого не было, потому что много снято и фильмов, и фотографий есть, и мне рассказывали, и мои старшие друзья-космонавты, которые уже были в космосе. Но единственное, что, конечно, можно и невесомость на специальном самолете, но это до 30 секунд, а тут ты постоянно живешь в невесомости. То есть самое классное в космосе, это, конечно, вот именно так жить в невесомости, двигайся как хочешь, хоть вверх ногами, плавай, летай. То есть не обязательно кого-то просить отойти в сторону, можно просто облететь сверху и полететь дальше, заниматься своими делами. Это, конечно, самое классное, что это невесомость. Ну, что первое, естественно, Землю, когда увидел со стороны, тоже меня поразило, во-первых, какая она большая, какая она красивая. То есть то, что вы видели, фото, видео, они не передают то, что я видел своими глазами. Хотя у нас самые лучшие фотоаппараты, видеокамеры, но все равно еще нет на Земле таких фотоаппаратов, которые могли бы так снять, как мы видим своим глазом. Поэтому, конечно, намного все интереснее было увидеть своими глазами. Руку поднимайте и говорите громче. А вы участвовали во фильме «Вызов»? Да, участвовал. Я был командиром, который повез на орбиту актрису с режиссером. Потом мы 12 дней снимали космическую часть фильма. А было реальная операция в космосе? Нет, реально не было. Это фильм художественный, естественно, ничего реального не было там. Но в принципе, ну как в фильме, так и вот на Земле получилось актрису, которая никогда не собиралась лететь в космос, даже не думала об этом. Она вообще не смотрела в сторону космоса, занималась своими съемками в фильмах, в театре работой, и не мечтала, и не хотела лететь ни в какой космос. Но тут была поставлена задача снять фильм и отобрать именно хорошую, крепкую, здоровую актрису. То есть были другие актрисы, но, к сожалению, они не проходили по здоровью. Вот ей поставлена была эта задача, прошла по здоровью, и мы ее подготовили к космосу за 3,5 месяца. То есть так быстро мы еще никого не готовили за всю историю. То есть если бы реально стало бы, и мы сейчас это понимаем, задача отправить именно врача, чтобы он спас жизнь космонавту, мы бы так и сделали. Мы бы еще могли, там за месяц-полтора подготовить человека и отправить в космос. То есть говорит о том, что у нас уже большой опыт. Гагарин летал 65 и больше лет назад, то есть огромный опыт есть подготовки профессиональных космонавтов, туристов, которые летают за деньги в космос. И это говорит о том, что сильная у нас система отбора и подготовки к полету людей. Каких лет берет космонавт? Что? Каких лет берет космонавт? Каких лет? Значит, по существующим правилам мы отбираем людей в отряд космонавтов до 35, это верхний потолок, а нижний человек должен закончить высшее образование, не ниже магистра, это 5-6 лет учебы, и 3 года после этого отработать по своей профессии. То есть мы понимаем, что человек не зря учился, получил образование и дальше работает именно по профессии. Тогда он может подать заявление, любой желающий гражданин России,
может написать заявление и приехать к нам и пройти отбор в отряд космонавтов. Сейчас как раз идет очередной набор. Вот, документы присылают до 20 декабря, и к лету мы должны набрать 4, ну, может быть, 6 новых молодых космонавтов. Возможно, уже не буду. Я сейчас перешел на руководящую должность. Сейчас я как раз отбираю космонавтов, слежу, как молодые космонавты готовятся к полету, сдают экзамены, принимаю у них экзамены, ну и передаю как опытный космонавт им свой опыт. А вы не потеряли сознание от центрифуги? Еще раз? А вы чуть не потеряли сознание от центрифуги? Сознание не потерял. Я, как говорил, я профессиональный летчик военный, и на самолетах, на боевых, намного больше перегрузки летчики испытывают, когда маневры делают. Поэтому для меня центрифуга это так, ничего. То есть мимо проходить, посадить, прокрутиться и дальше. То есть центрифуга вообще на меня ничего не влияет. То есть я намного лучше с детства, вот я говорю, с 15 лет, ну, с 16 я уже сам летаю на самолетах, со школы еще, поэтому для меня это нормальное явление, как сесть за руль автомобиля и поехать, так и сесть за руль. То есть я вначале получил права на самолет в 16 лет, а только на машину права получил в 18 лет. То есть я вначале научился летать, а потом ездить на машине. Да. Почему я хотел быть космонавтом? 50 лет назад, да, мне чуть больше 50, 51 год, в моем детстве вот очень были популярна космонавтика. То есть тогда не были популярны блогеры, тиктокеры, банкиры. То есть в моем детстве очень популярны были космонавты. И все хотели, мальчишки и девчонки, быть Гагариными, Терешковыми, то есть стать космонавтом, именно прямо в детстве. Но потом люди взрослели, находили для себя другие направления, профессии. Ну, а я единственное остался верен своей мечте. Я очень хотел полететь в космос, стать летчиком. В принципе, что и получилось. Ну вот, отлично. Может, встретимся где-то лет через сколько? 10-15, да? В отряде космонавтов. Почему нет? Мы вот как раз сейчас, у нас стоит вопрос, чтобы человек, который родился в Якутии, наконец-то пришел к нам в отряд космонавтов и полетел в космос. К сожалению, на сегодняшний день ни одного нет настоящего уроженца из Якутии. Поэтому у вас есть все возможности стать космонавтом. Не тяжело. Я сейчас не вижу. Что? Сейчас я их не виду. Как космонавтов. Я сильно занимаюсь в астрономии, физике и алгебре. Отлично. Ну, чтобы стать космонавтом, не надо быть олимпийским чемпионом. У нас нет среди космонавтов олимпийских чемпионов, нобелевских лауреатов тоже нет. То есть все думают, что мы какие-то суперлюди, супермены, как сейчас говорят. Нет, мы обычные люди. Если вы будете прилежно учиться в школе на 1, 4 и 5, ну лучше на 5, заниматься спортом, не пить, не курить, не баловаться наркотиками, слушаться старших, родителей, учителей, то стать космонавтом очень просто. То есть выучиться, получить образование, 3 года отработать после этого, и для вас двери открыты. Да, говорит. Да, не слушайте, я уже говорил. Ну, по-разному. Дело-то не в зарплате. И чтобы полететь в космос, люди платят по $50 миллионов. Бесплатно живем в космосе. И неважно, сколько бы нам платили, мы все приходим в отряд космонавтов, не чтобы получать зарплату. Если получать большие деньги, вам можно идти бизнесом заниматься, либо в интернете вести свой блог. Да? А мы идем, чтобы заниматься очень интересной и важной работой. Да. Да, в армии я служил 25 лет, говорил, дослужил до звания полковник. Полковник военно-воздушных сил. Сейчас в армии не служу. Да. Если не секрет, самая большая сумма, которую вам платили? Самая большая сумма, что? Вот он за работу. Не понял. Самая большая сумма, сколько вам платили?
Кто уже сказал, что это Не понял сразу. Отдельно платят за полет? Да, конечно. За космический полет контракт заключается. Тоже хорошо платят. Давай. А сколько вы денег потратили, чтобы в космос полететь? Нисколько. Мне платят за то, что я летаю в космос. Ох, как страшный вопрос. Вероятно, что взорвется ракета. Но вероятность, конечно, всегда есть. Ракеты взрывались на старте. И были плачевные случаи. Но я всегда верил в то, что наша техника российская самая лучшая, самая надежная. И у меня ничего в моих полетах такого серьезного и прямо уж опасного не происходило. А? Ну, прямо в космосе я не помню, что что-то взорвалось. Сталкивались, да, врезались корабли в станцию, это было. Нет, обычно на старте и на посадке. Взорвались корабли. У вас были проблемы с сердцем, когда без гравитации? Проблемы? Сердце? Нет, слава богу, здоровое, крепкое сердце, никаких проблем вообще нет. Ну, у меня как у обычных людей. Я, конечно, могу и простудиться, ну, ковидом не болел, я не знаю, что такое интересное можно сказать. Но у меня ничего такого серьезного тоже не было. До сих пор нормально здоровый. И в космосе, ну, я не слышал, чтобы у кого-то были большие проблемы. Ну, простудиться можно в космосе, это бывает. Ну, быстро вылечиться, там, за 2-3 дня, там, это без проблем. Там есть достаточное количество лекарств, есть врачи на Земле, которые всегда помогут. Мы объясним симптомы, какие есть. Ну, и мы всегда готовы неотложную первую помощь делать. Даже если человек потеряет сознание, там, я не знаю, ударит его током, это возможно. Сколько часов вы работаете в открытом космосе? В открытом космосе обычно работают 4-6 часов. Потому что там очень плохая жизнь, да? Не, мы работаем, ну, потому что надо одеть скафандр, выйти и работать. Это очень долго и достаточно тяжело в этом скафандре работать. Поэтому рассчитывается работать на 4-6 часов. Ну, рекорд был, и он сейчас остается, я проработал 8 часов 13 минут, по-моему. Это самое большое время, которое... То есть рекорд держу по выходу в открытый космос. За один раз, естественно. Рекорд Гиннесса, не знаю, наверное. Но никто не предлагал его оформить. Кандидатская у меня, кандидат технических наук, аэродинамика и боевое применение самолетов. Да, пожалуйста. Открытку что еще? А что вот если, когда в космосе, там трос рвется и летит? Ну да, когда мы уходим в открытый космос, чтобы не улететь, у нас 2 троса, это 2 карабина, к которым мы пристегиваемся к станции. Когда мы передвигаемся, мы эти карабины тоже перестегиваем, и, в принципе, все время надо быть на 2 карабинах. Но никто еще не улетал от станции, но теоретически, да, если ты не пристегнешь вначале один, а потом и второй отстегнешь, чуть-чуть оттолкнуться, улетишь и обратно уже не подгребешь, как это можно сделать, я не знаю, на Земле или в воде. Поэтому полетишь, будешь вечным спутником. Было почти столкновение с мусором? Космический мусор, да? Да. Бывают такие ситуации, когда есть угроза, что космический мусор, но это, конечно, не тот мусор, ну, то, что космонавты, не знаю, в окошко выбрасывают, да, в иллюминатор. Нет, космический мусор мы называем старые спутники, которым там уже десятки лет, они неуправляемые, и так как они вращаются вокруг Земли, рано или поздно они приближаются к Земле за счет гравитации, за счет притяжения. Ну и входят в плотные слои и, в принципе, сгорают в атмосфере. Но они могут пока еще в космосе пересечься с орбитой, например, станции, и наши специалисты просчитывают эти
орбиты, и если есть угроза столкновения, то мы делаем, уклоняемся, то есть делаем маневр станции, то есть включаем двигатели, разгоняем станцию, она уходит выше по высоте, ну и это, так называемый космический мусор под нами пролетает. И когда вы по столкновению вы должны очень крепко держать? Да нет, я говорю, станцию подняли, все, разогнали ее, все. Да. В 2011 году мне был 41 год. Наверное. Не, мне было 39. Вот. А 40 я отпраздновал день рождения в космосе, точно. Вспомнил. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, что-то интересное вы узнали и увидели о космосе. Я вам хочу лично пожелать, чтобы вы не боялись ставить перед собой какие-то цели в жизни и обязательно прикладывали максимум усилий, чтобы все, что вы задумали, что вы планируете в будущем, чтобы обязательно произошло. Хорошо? Удачи!